Большая стая гусей. Прям по сотне штук летят. Не знаю сейчас. Ну, не видно, конечно, высоко. Здесь сотка, и до этого оно высоко, они летят. Вот за елкой сейчас. Вот. Ух ты, два косяка там еще. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько тут гусей. Представляю. У нас, ну, маленькие стайки так. По 5, по 10 штук вот низом летят. А основное вот по сотне, по 200 штук. Косяки так видим. Летят как самолеты очень высоко. И знаете, вот даже немножко зависть берет, что вот в некоторых местах их добывают по очень много. А у нас только смотрим, провожаем взглядом и все. Бесполезно занятие охота на гусей. Нас стороной обходят. Им нужно широкие места, поля. У нас тайга, густая тайга. Болота есть, но в основном весной вот садятся. А осенью высоко они идут. Стрельнул по рябчику, не успел включить камеру, ребят. Случайно, спонтанно все получилось. Вообще в упор подлетел. Вон он. Блядь, 10 метров от меня. Вот он. Самец. Наконец-то первый трофей. Короче, шел по ельнику, вот такому месту. Параллельно реки иду. И в одном месте рябчик свистел, не отозвался ничего. На иву так сел. И потом собака ко мне подошла. От собаки, ну, собака шумит, шумно себя ведет. В общем, рябчик этот улетел. Без свиста, без ничего. Потом здесь вот тоже свищу. Она 4 раза успел свистануть так. Услышал, как будто показалось, что звук крыла услышал. И, в общем, дай, думаю, еще свистану. Еще свистанул. И опять же, не свистит ничего. Я услышал, как он так пить. Так вот, звук. Дал звук. Себе предал. Я понял, что там рябчик. Потом еще раз свистанул. И он так, и уже все. Он прилетел ко мне. И вот так за дерево сел, я так еще шаг так сделал в сторону. Выстрелил и, ну, в упор. 15 метров на силы было. Вон. Прям туловище прицелился и попал. Ну, первая добыча, хоть наконец-то что-то добыли. Капец. Лучше, чем ничего. Начнем с малого, ребят. Вот так я его повесил. Такая рогатина. На обратном пути возьму. Не придется все равно здесь идти. Дорога трудная, очень трудная, но есть надежда, что здесь рябчики могу я встретить, так как сырое место, ельник, хороший рябчик. Весь сырой откуда-то вернулся. Смотрите, какая елка там висит. Вон корни какие, выворотни. Вроде елка на вид такой, как сказать, живой, а корни-то вообще гнилые. Вон. Так вот. Тут озеро, которое уже остыло все. Небольшой лед уже. Ну, не такой толстый, но он уже есть. Раньше тут тоже рыбу ловил. Сейчас, наверное, вообще нету рыбы. Так как сказать, весной не заливает это озеро. Все. Мелкая вода весной тоже. Поэтому, ну, что было, она да и лето жаркое, наверное, сварилась тут. Все остатки рыбы. В этом году ветра очень сильные были у нас. Вот последствия. Ветровалы. Пихтачи. Ой, бля, вообще гибель.
Тут, конечно, навалило капитально. Не знаю, где идти. Стоит ли туда вообще идти? Сейчас скользкая. Опа. Можно и с грохотом упасть там. Так. Ладно, еще схожу. Надеюсь, не как сказать, не везде так. Вон там старый зачес, видите? Так. А тут еще очень-очень старый. Но она отсюда даже и не видно. Капец, елка тут, блядь. Так. Опачки. В общем, ломала тут капитально деревья. Очень жестко. Пихтать слабое дерево. Он просто не выдерживает и ломается. Не думал, что я сегодня до сюда приду. Смотрите, соль где лежит. А наш сала нет. Я здесь оставлял. А как он выпал сюда? Как он здесь оказался? Но под дождем и ничего с ним не случилось. Смотрите. Такой леденец. Ничего нового не вижу. Следов тоже свежих нету. Вот такие дела. Соль у меня на земле оказался. Вот. До следующего саланца очень далеко еще мне идти. Сегодня туда точно не пойду. Это я на лодке туда. Когда саланец делал. Ездил на лодке, ходил. Пешком просто. Сегодня там точно не буду. Вот. Был комментарий и спрашивали, как там интересно саланец. Вот. Показал. Соль, короче, на земле. Целый. А свежих следов нету. Вот. Ладно, идем дальше. Короче, в одном месте я видел двух рябчиков. Из-под собаки они взлетели. Потом собака Тулан облаял их. Очень высокие елки там. Даже нереально найти. Вот, 2 штуки. За полдня уже иду. Ё-моё. 2 штуки рябчика взлетел. Еще в одном месте Тулан лаял. Даже непонятно кого. Но он тоже может рябчик, потому что недолго лаял. Вот. Гуси летят только в путь. Уже 3-е сутки. Очень много. Тулан где-то отбегает, молчит. Тишина. Вообще ни свиста, ни взлета, ничего нет. Кошмар. Дошли до места, где я вам снимал медведей. Ух ты, воды сколько ушло. Прикинь. Вот тут у меня фотоловушка на этом дереве была. А вот здесь хата у медведей. Ой, медведи, говорю, у бобров. Вот. И все здесь медведи, короче, разбомбили. Это я вам все показывал. Даже, наверное, вход вроде как там, что ли. Сейчас мы-ка взглянем. Вот он.
Вот лазейка, ребят. Вот это да, ребят. Смотрите. Вода, уровень воды вон там примерно была. Ну, вот отсюда где-то 2,5 высотой еще лишней воды было. Оказывается, возле дна у них вход. И туда поднимается, смотрите, как высоко. И там, на самом верху, у них хатка. Нереально это. Сильно тут они трудились, конечно. Капец. А озеро все высохло. Реально все высохло. Воды нет, капитально нет. Поздняя осень, сейчас уже дождевая вода, все, уровни поднимает. А у нас дождей до сих пор нет. Везде они что-то там нюхтит. Теперь понятно, как бобры живут. Возле дна они, короче, начинают копать. Да, так высоко они делают. Само вот это жилище, помещение, вон там на самой верхушке горы. Вот. А уровень воды до сюда было, вот, примерно вот так. До сюда. Медведи вот все это разрушили. Ладно, дальше не пойду. Что-то я уставать начал. Мне еще пилить обратно. Очень много идти до избы. Буду по этой же тропинке возвращаться. И по пути, знаете, что я сделаю? По пути я буду собирать тягу. Вот. Приметил там. Сейчас у меня топор в рюкзаке. Достану топор. Потихоньку буду собирать. Дальше смысла я не вижу идти. Надоело. До черта уже прошел. До хатки дошел. В следующий раз до сюда придем. И еще 2 раза больше сходим в этом же направлении. До второго Солонца. Вот. Рябчиков нет. Это меня просто огорчает очень сильно. Ладно, где-то привал сделаем, чай попьем. Там сыр есть один, сыр взял. Знаете, ненадолго ушел, а хрен пойми уже где мы. Капец. Не хватило сегодня мне воды. Не рассчитала. Ну и сырок еще вот этот. Больше ничего особо нет. Даже хлеб не взял, не знаю почему. Тулан не знаю куда ушел. Подождем. Удобная сидюшка. Вон какие осины. Поваленные бобрами. В ту сторону за озеро. Поперек озера лежит вон там еще. В эту сторону тоже повалили. Вон. Снежок. Такой ледяной дождь.
Между прочим, устье этого озера, они тоже, бобры, закрывали плотину, сделали большую. Но я сейчас, когда поднимался по реке, останавливался посмотреть там. И это устье, короче, мимо стороной вот плотины вода снесла все этот берег, и вся вода ушла с правой стороны, если отсюда вот с правой стороны. Так что не повезло бобрам. Хатку медведи разбомбили. Здесь плотину течением унесло. В общем, наверное, даже думаю, что они отсюда уже ушли. Потому что здесь воды вообще практически не осталось на этом озере. И они куда-то переход сделали. Тут им просто не дали жить. У меня лицензия тоже есть на бобра. Да, на бобра. Ну, разве их встретишь осенью? Вряд ли. Вот так. Ладно, сейчас я, короче, ребят, попью чай. И потихоньку будем идти собирать чагу. Думаю, целый рюкзак наберу. Килограмм 15 точно будет. Хоть чагу наберем. А в остальном толку я ничего не вижу. Пока вот одного рябчика удалось за целый день добыть. Вот увидел первую чагу. Смочная такая. Хорошая. И здесь еще выход. Вот начало есть. Угу. Хороший. Лишний груз таскать не будем. Все сразу буду чистить. О, хорошечный. Так. Туман тоже пришел. Опа. Ух ты. Тут сразу несколько килограммов. Труху убираем. Труха нам ни к чему. О, какая буханка. Вот это понимаю. Чага. Вот он. Вот так вот. 1,5 килограмма есть. Считай, в будущем году снова будет тут. И вон какой выход еще ожидается. Очень много чаги. Такой нарост интересный. Капа или как называется? Капа, наверное. Здесь небольшая чага. Труху таскать не стану. Если собрать, так уже нормальный. Маленький кусочек. Смотрите, какой желтый ковер там. Видите? Сейчас пока листва не почернела, в лесу вообще красота. На деревьях как-то пасмурно, а на земле еще все красиво. Я это вижу. Я это вам показываю. Вон там тоже вижу чагу, но не по пути. Мне надо налево идти. Да и переход там ручей. Не буду идти туда. Когда ищешь, что-то их совсем мало. Когда вот так идешь кругом. Вот такие шматки здесь более-менее. Так.
Опа. О. Разрядился аккумулятор, в общем, вот одна, вторая, третья, четвертая, увесистые такие, но это пятые уже я чуть ранее нашел. Вот. Вот так все выглядит. Вот тут еще небольшой нарост. Так, посмотришь, вроде нету нигде больше. Идем дальше. Тулан уже далеко не ходит. Да. Толку нету. Толку нету. Будет новый день. Будет толк. Да, Тулан? Сегодня толку у нас никакого нету. Да. Что-то у меня совсем не пруха. Ух ты. О, непруха поперла. Я увидел вот это. Там, оказывается, еще внизу. Такие шматки, ребят. 3, наверное, будет. А, этот маленький. Но все равно. Давайте попробуем, что тут у нас. Главное, чтобы не труха. Бывает большой, но сам по себе труха. Вот видите? О, этот хороший. Этот смачный такой. Это так себе. Ну и там еще. Вон он. О, видели? Все. Долго я искал, конечно. Думал, вообще не будет. Мелкий. Попробуем чистить. Нет, это нормальный. Это сразу прям звук такой. О, этот нормальный. Эти большие. Еще видите. Вон труха. Видите? Где-то у реки оставлю. Тяжело тащить. На лодку возьму потом. Вот так вот. Тулан пришел. Ну, в общем, буду чистить. Ласки захотелось ему. Бездельнику. Ласки захотелось. Ладно. Молодец. Молодец, Тулан, молодец. Молодец. Вон, гуляй вообще. Здесь трухи до хрена. Видите, черта трухи. Не, лишнее таскать не стану. Почищу лучше сразу. Основное вот этот чернота заваривает, а это труха. Были спорные вопросы, что вот это надо заваривать. Это труха, ребят, это плесень, труха. Я не знаю, как еще, что еще можно про это говорить. Вот. Самое полезное
Самая полезная часть, вон она, коричневая, которая, о, золотисто-коричневого цвета. Ну, светло-коричневого. Вот. Это чистишь. Вот она. Вот. Что надо заваривать. Вот. Видите? Здесь видите, вот она. Вот это настоящее. Это все. Светлое это труха. Не ведитесь. 3 килограмма, наверное, будет. Ой. Тык. Там еще остатки, но там мало что осталось. Где-то надо выгрузиться у реки. Потому что у меня уже все полное. О, вот и река, ребят. Все. Где-нибудь здесь оставлю. Под елками. Место остановки надо посмотреть. Берег. В принципе, здесь можно остановиться. Вот под этой елкой я оставлю все. По пути возьму. Да, вон тут там остановлюсь. Вот тут оставлю. Ну вот. Один клад есть. Еще, что прошел, еще полпути осталось. Может, еще найду. Может, где-то тоже так у реки оставлю. Или уж до избушки. Посмотрим. Ну, примерно так, ребят. Случайно увидел. До этого вот еще один штук нашел. А этот, скажем, там пройду, а с правой стороны он за деревом. И просто не замечаешь. Вот так идешь, может, за деревом еще есть. Короче, с разных ракурсов они видны. Когда как увидишь, заметишь. О, мощный. Хороший. По весу сразу уже понятно, что он хороший. Бывает, берешь и он легкий, труха. А хорошие они тяжелые. Вон сразу видно, хороший он. Маленький, но, блин, добротный такой. Угу. Маленький, добротный. Вот этот нашел вот. Чуть ранее. Думал, не буду уже снимать, но интересно же. Знаете, вот как грибы собираешь. Это вообще хороший. Трухи практически нету. Он коричневый такой. Вот, отлично. Начало есть. Может, еще найду. Я имею в виду начало, что оставили там. И сейчас по-новому уже собираю. Пару килограмм сразу.
О, там залаял. Время-то уже. Ой-ой-ой. Ой, бля. 2:30 уже будет. С остановками лай. Капец. На рябчики. Не хочется мне туда уже идти все. Да я уже уставать начал. 6 часов уже идем. До темна надо успеть добраться до избы. Пасмурно сегодня. Че он так далеко опять ушел? Лает бездельник. Покоя не дает мне. Ай, не понимаю, что я устаю. Ладно. Вроде перестал. Нихуя. Лает. Далековато. С остановками лает. Ай, Тулан, блин. Куда ты меня ведешь? Опять же случайно заметил. Тулан перестал лаять вообще. Даже не пришлось туда сходить к нему. Да труха, блядь. Ого. Так, ну тяжелый, в принципе, тяжеленный. Сейчас почищу, что получится. Ну и все. В принципе, 3 штуки нашел. Угу, хорошие. Вот это вторая куча. Ну, пакет. Вон он. Видите, какие хорошенькие. Вот здесь сейчас ставлю. Дальше пешком уже пустыми. Блин, тяжелый. Это нож, это чага тяжелая. Сейчас пойду к избушке, все, отдыхать. Может, на рыбалку еще схожу. Если схожу, там видно будет. Если поймаю кого.
Фух, пипец. Вот это я устал сегодня. Что-то перебор. Сейчас подогрею суп. Доем этот суп. А на завтра приготовлю, наверное, рисовую кашу, типа плова такого. Тулан. Что за грохот, шорох такой. Вот. Рис приготовлю. Пить хочется. Маленький термос взял. Знаете, вот вообще сегодня вот планы у меня так резко изменились. Я налегке пошел. Думаю, там по сосновому лесу поброжу, потом в избушку схожу. В избушке там чай попью, отдохну и куда-то еще. А я взял и сразу махнул, блин. Такой марш-бросок сегодня получилось. Ну, еще светло, успели. Где-то 1,5 часа еще мне. Потом уже начнет темнеть. Ну, самое это, вовремя, короче, к избе придем.